Друзья, я вас всех витаю. Видны все сообщения. Друзья, витаю всех. Ассаламу алейкум. Шалом, арийцы. Время 18 часов 3 минуты по Берлину, 19 часов 3 минуты, соответственно, по городу Джохару. Друзья, я вас всех приветствую. Наш стрим сегодня снова на канале YouTube Reality и на канале TikTok Аслан Эрцуев. Всем тем, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо фашистской России, пожалуйста, не пишите комментарии, не ставьте лайки и не распространяйте ссылку на наш стрим. Все остальные присоединяйтесь. Друзья. Сегодняшний свой стрим я назвал «3 теракта, 1 сценарий». ФСБ, Львов, Миннеаполис, Москва. Давайте об этом и многом другом поговорим. Я записал видео в формате, текст, который, на мой взгляд, должен пролить немного света на события, которые происходят. Вчера во время стрима с Аядом я узнал новость о том, что был убит Андрей Порубия. Я хочу сегодня об этом поговорить. Хочу поговорить про события, которые произошли в Москве, в ЦДМ, в Центральном детском магазине, а также поговорить о террористическом акте, совершенном в Миннеаполисе, в Соединенных Штатах, 27 августа. Ну, а вчера, 30 августа 2025 года, где-то в районе 12 часов во Франковском районе Львова на улице Академика Ефремова был убит украинский политик, бывший председатель Верховной Рады Украины, секретарь Совета национальной безопасности и обороны, народный депутат Украины, активный участник Оранжевой революции Евромайдана Андрей Порубий. Андрей Владимирович Порубий. На момент смерти ему было 54 года. Неизвестный мужчина, замаскированный под курьера службы доставки, предположительно Глова, произвел 7-8 выстрелов Порубия из короткоствольного оружия. После атаки нападавший скрылся на электровелосипеде, спрятав оружие в рюкзак. Убийство произошло недалеко от центра города, где Порубий проживал. Место преступления огорожено, работает следственно-оперативная группа. Так. Президент Украины Владимир Зеленский назвал убийство ужасным, выразил соболезнования семье Порубия. Он сообщил, что расследование находится под его личным контролем, а к делу привлечены все необходимые силы, включая национальную полицию, СБУ и другие органы. Зеленский также отметил, что преступление было тщательно спланировано. Глава Львовской области военной администрации Максим Козицкий подтвердил факт убийства и сообщил, что Порубий скончался до приезда медиков. Министр внутренних дел Игорь Клименко и генеральный прокурор Руслан Кравченко доложили Зеленскому о первых обстоятельствах дела. Ведется досудебное расследование с участием Главного следственного управления национальной полиции, полиции Львовской области и службы безопасности Украины. Во Львове объявлен план «Перехват Сирена» для поиска подозреваемого. Полиция анализирует записи с камер видеонаблюдения и опрашивает свидетелей. Личность стрелка пока не установлена, но по данным некоторых источников, полиция вышла на его след. Рассматривается несколько версий, включая российский след, хотя конкретные мотивы не разглашаются из-за тайны следствия.
Правоохранители заявили, что не видят связи между убийством Порубия и убийством Ирины Фарион, также убитая во Львове 19 июля 2024 года. Управление государственной охраны УГУ объяснило, что Порубий не находился под государственной охраной, ссылаясь на законодательство об обеспечении безопасности должностных лиц. Друзья и коллеги Порубия, а также некоторые СМИ предполагают, что убийство могло быть организовано спецслужбами России. Это связано с его активной антироссийской позицией, участием в сопротивлении русской весне на Донбассе в 2014 году и вкладом в получение Томаса об автокефалии для Православной Церкви Украины. Убийство рассматривается как возможный шаг для дестабилизации украинского общества на фоне продолжающегося военного конфликта. Ну, другие там версии какие-то могут быть, но основная версия, я думаю, это украинские политики, реакция общественности и политиков. Бывший президент Петр Порошенко назвал убийство Порубия выстрелом в сердце Украины. Депутаты от партии «Справедливо», «Европейская солидарность» Олег Синютка, Николай Княжицкий и так далее прибыли на место происшествия. Министр иностранных дел Сергей Сибига назвал Порубия патриотом и государственным деятелем, внесшим огромный вклад в защиту свободы и независимости Украины. Посол ЕС Катерина Матернова назвала Порубия борцом за украинскую демократию. Министр иностранных дел Польши Радислав Сикорский отметил вклад Порубия в эвакуацию польского консульства из Севастополя. Президент Европарламента Роберта Меццола выразила шок от убийства. Убийство вызвало широкий отклик в украинском обществе. Жители Львова приносят цветы и лампадки к месту трагедии, а соратники Порубия говорят о невосполнимой потере для Украины. В сети появились кадры с камер видеонаблюдения, запечатлившие момент убийства, где виден человек в форме курьера, идущий за Порубием. Также опубликованы снимки с места преступления, включая тело погибшего и его паспорт. У политика осталась жена и взрослая дочь. Его тетя Людмила Гришина рассказала, что Порубий в детстве увлекался чтением и в последнее время не упоминал о слежке за ним. Порубий был известен как комендант Майдана и активный участник ключевых событий современной украинской истории. Его антироссийская позиция и вклад в укрепление украинской государственности сделали его символической фигурой. Личность убийцы остается неизвестной, поиски продолжаются. Полиция и СБУ активно работает над установлением всех обстоятельств. Информация о расследовании ограничена из-за тайны следствия, но власти обещали информировать общественность о проверенных фактах. Убийство Порубия рассматривается как возможный террористический акт, особенно в контексте текущей геополитической ситуации. Некоторые неподтвержденные слухи, например, о личных мотивах убийства, распространяемых в социальных сетях, не имеют официального подтверждения и требуют критической оценки. Все данные, связанные с расследованием, могут обновляться, так как дело находится в активной стадии. Ну вот такая вот история. Я выражаю искренние свои соболезнования родным и близким и всей Украине в связи с утратой такого патриота и такого человека. И Россия, конечно же, бьет именно туда, где больнее всего, и бьет по тем самым людям. Если вы помните, во время своих стримов я говорил, что как только начнутся переговоры о перемирии, разговоры о перемирии или какие-нибудь такие действия, Россия сразу будет наносить удары и убивать лидеров, которые представляют угрозу для России. Секунду.
представляют угрозу для России. Но это чистой воды террористический акт убийства политического деятеля. И, ну, Россия, как обычно, террористическая Россия. Если вы помните, в прошлых стримах я как раз обсуждал разные эти вещи и проводил параллель между несостоявшимся терактом в детском, центральном детском магазине города Москвы на Лубянской площади, где сотрудник ФСБ Алексей Титов самоподорвался при установке, вероятно, при установке бомбы, и либо при переноске этой бомбы. Тогда нам начали сразу сообщать информацию, что это был хлопок, инцидент и так далее. Одновременно с этим начали еще раз распространять информацию, что вроде бы на него готовилось покушение, как на якобы на Заура Гурциева, помните, взорванного. Как бы, но при всем при этом начали все подчищать. Если готовилось покушение как на Заура Гурциева, то точно не называли бы это хлопком, как-никак на высокопоставленного ФСБшника напали бы, да, получалось. Но это говорит о том, что это был... Вот это самое главное, друзья. Вот украинцы, если вы меня слышите, обратите на это внимание. Следственные органы обратите. Все, кто связан с Алексеем Титовым, его непосредственное начальство, ну, скорее всего, Патрушев, это там все курирует, он любит сам эти дела курировать, заниматься. Ну, конечно, уже и свои, наверное, уже есть много людей, которые он уже взрастил и готовы продолжать эту террористическую деятельность. Вот такая вот интересная, короче, ситуация разворачивается. Дело в том, что сейчас будут зачищать украинских патриотов, украинских, ну, скажем так, националисты. Мне не нравится это слово, потому что сейчас из националистов, которые есть в каждом обществе, умеренные националисты, это нормально. Любой полицейский, любой спецслужбист, любой военный, это должен быть националист в какой-то степени, умеренный, конечно, который любит свою страну, защищает свою страну. Не обязательно там быть определенной национальности, можно служить в немецкой армии, быть чеченцем и быть националистом немецким, любить Германию и так далее, быть американским военным или полицейским и точно так же защищать, любить свою страну. Не обязательно быть этнически там немцем или украинцем. Ну, если мы говорим про крайние формы там, национализма, нацизма, конечно, мы это не приемлем. Так же, как мы не приемлем никакие радикальные формы религиозного содержания. Потому что, как и религия, которая есть у кого-то, и у кого-то ее нет, кто-то там придерживается каких-то канонов религии, а кто-то не придерживается вообще, но если они не представляют никакой угрозы для общества и окружающего, то это очень даже нормально и даже очень хорошо, на мой взгляд. Христианин это, иудей это, буддист это, мусульманин это, абсолютно неважно. Главное, чтобы у него были какие-то моральные устои, какая-то человечность и какая-то симпатия к людям, всему живому на Земле, не только к людям, и к насекомым, и к животным, и ко всему остальному. Ну, можно быть и атеистом, и также, конечно, быть нормальным человеком. Поэтому вот такая вот ситуация, друзья. Сейчас я уже не хочу говорить про там, какие-то националисты, потому что я думаю, как по прошлому, и вы, наверное, помните, друзья, позапрошлом стриме, ну, вчера стрим у нас был с Аядом, а вот мои стримы, которые я сам провожу, там мы как раз это обсуждали. И если хотите, можете посмотреть, это 27 и 28 августа.
августа эти стримы подряд. Это сразу после того, первый стрим был через 2 дня после теракта на Лубянской площади в Центральном детском магазине. И знаете, когда они взорвали детский магазин, когда ФСБшник подорвался и пошла какая-то, да, ну там реально может быть, конечно, газовый баллон, поэтому сразу как бы я никого не обвинял и наблюдал реакцию, какая последует реакция. И вот когда они начали говорить, что это гелиевый газовый баллон там как бы взорвался, который вообще практически невозможно взорвать, хотя они тоже взрываются. И, ну, там, короче говоря, там много-много обстоятельств должно быть, чтобы он взорвался. Потом они начали рассказывать, что это какие-то хлопок, инцидент. Я сразу понял, что все пытаются прикрыть. Обычно так не ведут себя, потому что и потом взорванный ФСБшник, это тоже, конечно, вызывает. Потом, вероятно, да, они сразу делали вброс, что это может быть там украинские спецслужбы, наподобие там с Гурциевым все это там Зауром, там, может, подослали кого-нибудь и так далее. Но я как бы допускал это. Но когда они начали это все затирать, прятать об этом, стали не говорить и на всех каналах об этом, да, но если же на полковника или подполковника ФСБ совершено покушение прямо на Лубянской площади, там, там в 100 метрах от главного здания, то очень подозрительно, да, что ФСБшники, они обычно всю Москву на уши ставят, если малейшая для них угроза. И вот было понятно, что они что-то хотят, ну, планируют. И раз они уже начали, а начали они, заметьте, обратите внимание, самое-самое страшное в этом деле. Начали с детей. 1 сентября детям идти в школу, все в этом ЦДМе, вот этом детском магазине, там все всегда затовариваются, почти пол Москвы может там быть там. И но это значит очень нужно что-то там совершить такое ужасное, суперское такое, что вот они собираются делать. И тогда я предположил, что могут быть еще подобные там акции. Могут быть. Через 3 дня, обычно через 3-4 дня, это бывает, 3 дня обычно не берут. Видимо, это делается для усвоения вот этой сознания приняло, чтобы человеческое, что вот произошел теракт, да, там рядом с Лубянкой. Почему рядом с Лубянкой? Я тогда писал текст на эту тему, если вы помните, что они там как теракты проводили, делали под Лубянкой в метро, в переезде. Ни один ФСБшник не пострадал, но речь шла о Лубянке. И как будто Докка Умаров, там, чеченские сопротивление, кавказское сопротивление, 2 дагестанские девушки там погибли. Скорее всего, это просто либо просто жертвы, которых пускают, ну и так далее. Но это неоднократно мы обсуждали, это они умеют делать. Брата, сестру, мужа, отца забирают, вот перенеси сумку, поставь туда, сделай это. И вот девушка идет, и она даже не знает, что она взорвется. Если она знала бы, она бы не взяла бы эту сумку, допустим. И вот она и садится в метро, едет и подрывается. Подрывается и погибает сама, и убивает вокруг себя людей. И было понятно, что вот этот сценарий рядом с ФСБ на День независимости Украины, конечно же, там обязательно где-нибудь должны были засветиться исламисты, потому что украинских патриотов, украинских, не буду я больше националистами называть, даже умеренными, буду просто патриотами называть. И вообще, какая разница, все украинцы, которые сражаются за свою страну, болеют за свою страну, они в данный момент украинцы, патриоты. Они могут в мирное время, там, я не знаю, ругаться на свою страну, но сегодня, когда они защищают свою страну, они все патриоты. Я, например, в мирное время тоже, может, буду ругать Ичкерию, не знаю. Но если будет за что, то буду, конечно. Но не только Ичкерию имеется в виду, а именно власть, которую следует ругать постоянно. И было очевидно, что какая-то большая операция готовится. Эта операция разворачивается вот на наших глазах. Произошло вот это событие, Титов взорвался, это большое чудо, это Божья благодать для украинцев, я вам скажу. Это такая же Божья благодать, как задержание террористов в Рязани, когда похожий на Гиркина, один из террористов ФСБшников был, и тогда Патрушев
был задержан, и тогда Патрушев взял ответственность фактически на себя и сказал, что это были учения, там не было взрывчатки, был сахар. И дело, которое было возбуждено по статье «Терроризм» местными ФСБшниками, местными ментами, оно было закрыто, представьте себе. Но 2 дня, почти двое суток или 1,5 сутки, пока не задержали ФСБшников, дело возбудили по статье терроризм. Вот такая вот получилась ситуация. Ну, тогда мы этого не осознавали, я этого не осознавал. Я тогда был слишком маленький, молодой, и как-то не следил за этим всем, и у меня не было опыта. Теперь у меня есть этот опыт, и я этим опытом делюсь с вами, со всеми, рассказываю, провожу параллели, и они очень-очень похожи. Очень-очень много схожих вещей. Если кто-то будет более глубоко изучать вопрос, можете ко мне обратиться, я могу еще больше дать информации. Также есть у нас еще более посвященные в эту тему люди, которые тоже могут много на что раскрыть глаза. И было очевидно, что готовится вот эта вся операция, я об этом говорил. Не так уверенно, как сейчас, конечно, но было понятно, что что-то готовится. Раз на детей, на самое святое позарились, значит, они собираются, ну, просто утопить в крови просто. Это им очень важно. Очень-очень им важно. И буквально через 3 дня после вот этого неудачного для террориста Алексея Титова и ФСБ хлопка, произошел 27 августа 25 года в католической школе Миннеаполиса, США, произошла стрельба. В результате атаки погибли 2 ребенка, а 18 человек, ребенок 6 и 10, по-моему, лет. А 18 человек получили ранения, включая 15 детей в возрасте от 6 до 15 лет и 3 пожилых прихожан старше 80 лет. По данным полиции, все раненые выжили, хотя некоторые получили тяжелые травмы. Нападавший Робин Уитсман покончил с собой. На оружии, магазине для патронов и магазинах для патронов были обнаружены надписи на кириллице, среди них встречались фразы там детей, ну и так далее. Не хочу все это повторять, я это в отдельном видео все рассказал более подробно. Ну вот смотрите, Москва, Титов взрывается, это первый теракт, который они против детей делают. Это нужно сделать для мощного резонанса. В этот момент уже запущен вот этот Устман Робин, который, это называется пазловое программирование. Вам нужно обязательно посмотреть фильм «Воздействие» Эгона Челакяна. В Америке, в США произошло огромное количество школьных шутингов, скул-шутинги, это называется, школьная стрельба. Когда ребенок начинает расстреливать вокруг себя своих сокурсников, своих одноклассников, однокашников, и вот эта ситуация происходит. И это происходит не потому, что там этот ребенок психически там ненормальный. Нет, это происходит потому, что специально ведется над людьми работа, и из этих людей отсеиваются. Вот как рассказывает этот фильм, и Эгон Челакян, там берется город, берется район, берется школа, это все потихонечку вычисляется, доводится до школы, и потом вокруг этой школы и все средства массовой информации, с которыми связана эта школа, это может быть школьная газета, это может быть там интернет-сайты, которыми они пользуются и так далее. Все это изучается. Обычно это занимает, если я не ошибаюсь сейчас по памяти, до 2 лет. Это от 2 лет до года или от года до 2 лет. Вот это вся операция проводится. Выявляются дети, и самая главная черта вот этого самоубийцы, смертника, от этого террориста, она является то, что человек хочет о себе заявить ценой своей даже жизни, смерти. Он хочет о себе заявить, такой молодой человек, который не хочет долго добиваться славы, а вот он хочет
минутно выскочить и вот сделать. Причем, конечно же, это должен быть, наверное, садист, если убивает людей, тем более как этот детей. И происходит вот это зомбирование, они это называют пазловым программированием, когда тебе с разных источников поступает информация, особенно связанная с подобными террористическими актами, вот, школьными шутингами, школьными расстрелами. И на основании этого он берет пример, вдохновляется, и вот его ведут. Но контакта с ним как такового нет. Все, он вокруг него полностью находится вот это информационное сопровождение его. Он где на сайтах бывает, где он там общается, газеты читает и так далее, видео, программы, компьютеры, что он лазит. Все это контролируется, но контакта с ним нет. Поэтому, когда Титов взорвался, этот человек, который уже распланировал операцию и должен был через 3 дня, да, вот, 27-го, 24-го Титов должен был заложить, а 27-го должен был вот этот Робин Уитсман должен был совершить вот это преступление, которое он совершил. И он это уже делает автономно. Никто не вмешивается. Да, можно остановить это, попробовать сказать, там, не делать. Ну как, в принципе, человека, который уже приготовился умереть, там, он и к этому идет уже долго, оружие закупает, там, надписи, там, 10, он уже погружается в вот это изучение этих материалов, там, и полностью зомбирование его идет. Он уже готов. И потом вот идет такой спусковой механизм, запускается вот такой спусковой крючок. Ну, он, видимо, на вот эту воскресную, или когда это он произойдет, 27-й, это в среду, ну, в эту школу, где у них проповедь шла, он, видимо, подготовился именно к ней, где дети собираются, может, их со школы привели, может, еще как-то, не знаю все детали. И он уже совершает это преступление. Но здесь важно, как и в неудачном для ФСБ теракте на Лубянке, в детском магазине, важно то, что должна быть где-то рядом, где-то должны быть украинцы. Понимаете? Где-то обязательно, где-то должны находиться вот слово украинец, украинский националист, украинский там что-то украинское должно, речь, что-то. И вот у него на автомате вот это все, что там на магазине, то, что он пишет. Во-первых, он против Дональда Трампа выступает, я это приводил, сейчас еще вам расскажу. Выступал против Дональда Трампа, значит, там, он выступал против евреев, антисемит, был такой страшный. Израиль должен пасть, там все такое, все такое. И вот он говорит, и пишет он на русском языке через букву «э». Вот слова, где должна быть буква «е», он пишет слово через букву «э». И, видимо, может, он не точно до конца знал, может быть, ему кто-то подсказал так, чтобы написать. Но чистой украинской там речи нет. И еще известно, что они выбрали Миннеаполис, а я убежден, что за этим стоят российские спецслужбы. Я думаю, и ФБР об этом тоже знает, потому что Эгон Челакян так подробно все рассказывал, и там, я думаю, ведется большая работа в этом направлении. И они, я полагаю, выбрали этот Миннеаполис, потому что там живет одна из своя крупнейшая украинская диаспора, несколько десятков тысяч там человек живет украинский, является важным центром украинской культуры в США. И, вероятно, ФБР поэтому молчит, сейчас, чтобы досконально все изучить. И я вам тогда говорил в своем стриме, если вы помните, что скорее всего, будет какой-то там украинский след и так далее. И вот появляется информация от российского телеграм-канала, ФСБшного телеграм-канала, без сомнения, радио «Спутник», который фактически связал найденные надписи с украинским языком, вот то, что на оружии и на магазинах для патронов он написал, с украинским языком и сделал отсылку к стрельбе Керченского политехнического колледжа в 18 году. Керчь – это Крым,
и там была стрельба, и якобы Уистман вдохновлялся вот этим примером, и этим, и другими примерами, и этим, и другими примерами. И я убежден, что Керченский политехнический колледж — это тоже в 2018 году, это тоже операция ФСБ. Это их конек, они научились этим управлять. Они управляют этим, они умеют это делать. И неоднократно это уже делали, неоднократно. В Америке делали, везде они это делают. Поэтому, получается, там слово ненависть, ну, короче, много таких сходств, чтобы вот, ну, где-то вот рядом стоит Украина, там, Миннеаполис, украинская диаспора там, и так далее. Это все один в один повторяет чеченский опыт. Они именно так нас дискредитировали. Потом ты доказываешь, что ты не верблюд, потом ты доказываешь, что ты там ты близко там, это не разделяешь, ну а где-то осадок остается. Если прямо американский, это делается для следователей, для американских следователей, если прямо им принести и сказать, вот смотрите, за этим стоит там, например, там какой-нибудь там Зеленский, Порубий, Ярош, там еще что-то, то американский следователь это сразу же отвергнет, потому что он поймет, что его пытаются на ложный след навести. Но если он увидит несколько косвенных причин, которые как-то связывают, у него на голове, это ж следователь, у него постоянно где-то в голове рисуется своя схема, как это все, для чего это все, кем это сделано. Он должен, Шерлок Холмс должен размотать этот клубок. Именно так сейчас более меньшими методами применяют против меня. Понимаете? Вообще люди, которые как бы вообще ни на которых я не могу подумать, да, изначально, родственники мои, там какие-то старые друзья, знакомые какие-то, вот они где-то вот так появляются и меня пытаются связать то с исламистами, то с ФСБ. Короче, вот каким-то образом, чтобы следователи какие, которые есть здесь в Германии, наверное, которые там на меня что же жалобы пишут. Там, Ахмед Закаев, его окружение на меня писали жалобы, что я там плохой, сякой и так далее. И другие, я вот, каждый день, наверное, пишут. И этот следователь, вот этот немецкий, допустим, следователь, или американский следователь, там, где, он должен увидеть, что я каким-то боком связан там, с исламистами, там, связан там, с ФСБ и так далее. Но не прямо, потому что прямых нет доказательств. Ну, если делать прямо, ну, это ну, как бы грубо слишком будет. Да? Но я где-то могу какую-то фразу сказать во время стрима, да, я же по 1,5, по 2 часа стрима веду. Могу где-то что-то там ляпнуть, там, проговорить что-то, которое, ну, как бы, не думая что-то, что я хотел именно это сказать, ну, там, оговориться, да. И вот это все собирается, делают подставные там вещи, против детей делают, против там родственников, близких родственников. И вот эта работа ведется в данное, настоящее время против меня. Я знаю, как это работает. Понимаете? Это так работало и против нашего руководства чеченского. Это против нашей власти работало. И теперь я вижу, как это работает против украинцев, украинских патриотов это работает. Сейчас украинцев начинают пачкать. Все, грязь начала литься. Ну, не прямо, как они обвиняют, а потом получится. Так оказывается, все-таки, как с нами было, оказывается, все-таки террористы, оказывается, все-таки бандиты. Понимаете? Значит, все-таки русские правы были. ФСБ, оказывается, не просто так это говорила. Ну, значит, что-то знала, в конце концов. Вот так эта работа ведется. Это должны украинцы понять, украинцы. У меня был недавно стрим, ночной стрим, там общаюсь, и украинская женщина говорит, по нам бьют, по мирным городам, а мы не бьем по ним. Ей обидно это. Вот это и есть, чего они добиваются. Хотят, чтобы вы начали действовать так же, как они. И все, украинцы, кроме поддержки нас и всего мирового сообщества, нормальных людей, у вас больше ничего нет. Это Россия, она запатентованная просто фашистская страна. И у нее никакого ничего нет, да, ее репутацию уже не спасти. А у вас это репутация, и это все, что есть. Нет репутации, нет у вас, украинцев. Понимаете? Поэтому вот эта вещь, которая вот ведется. И тогда мне было понятно еще, почему я подумал про националистов, про патриотов.
начали появляться видео, где идут такая толпа людей с черными флагами, там, по-моему, по Львову идут. Да, украинцы проводят какие-то там свои марши, там, УПА, там, я не знаю, УНА, УНСО, там много разных украинских патриотов есть, которые чтят память, свою историю, там, и как-то пытаются а, в этом смысле свою идентичность поддерживать. Но это не значит, что они кого-то убивают, кого-то там режут там, или там кого-то завоевывают, как это делают русские. Нет, они ну, вот такая вот. Да, есть и крайние формы национализма, мы это не приветствуем, не религиозном, не национальном, ни в каком-либо виде форму придерживать мы не можем, потому что ну, это противоречит нашей природе, нашей сущности, моей личной сущности. Поэтому вот я увидел это и думаю, ага, короче, вот такая вот ситуация вырисовывается. Значит, они сейчас будут, на чем сейчас держится? На украинстве все держится. Главная защита украинцев – это украинство. Даже не армия, которая там стоит впереди. Да, без нее никак. Но без украинства и эта армия из себя ничего не представляет. Во Вторую русско-чеченскую войну у нас бойцов было больше, чем в Первую русско-чеченскую войну. Но в Первую русско-чеченскую войну мы были на своем чеченскости мы стояли. И весь народ нас понимал. Он искренне знал, что мы делаем, что наша армия делает, что наши добровольцы там делают. И весь народ как один помогал. Во Вторую уже русско-чеченскую войну мы стояли на религиозных вот этих, радикальных. Даже не столько радикальных. Не было никакого радикализма. Там были формы такие уже, заходы такие были радикальные. Ну, чтобы вот крайности форм, но редко-редко это можно было увидеть или услышать. Но внутри чеченского общества много разных религиозных течений. И вот этот салафизм или ваххабизм, как он тогда назывался, он воспринимался ну, просто как-то что-то не мое, не родное. У нас был свой суфизм, там, ну и другие разные течения. И ты в этом вырос, и все, и пошло дробление. Такие-сякие. И вот появились вот эти салафисты, которые вообще за людей нас не считают. Они считают, что мы предатели, что мы не мусульмане, мы хуже кафиров, потому что, ну, христиан, например, потому что мы как будто предатели. Понимаете? А то, что они вчера были вот такими же, как мы, а потом резко там одели, там, сбрили усы, отпустили бороду, они это забывают. Но это пока пропаганда, отдельная история для разговора. И во Вторую войну у нас сил было больше, чем в Первую. Так в Первую мы победили, а во Вторую мы проиграли в военном плане. Наша территория оккупирована, и весь мир, самое главное, от нас отказался. Потому что в Первую войну народ нас всех поддерживал, все международные наблюдатели, все международные социологи, аналитики фиксировали, что чеченский народ поддерживает свое сопротивление. И это была народная борьба, это была демократическая борьба. Как только народ перестал поддерживать, они стали переходить на сторону русских, понимаете? А потом русские под видом вот этих религиозных салафистов там и так далее убивали кого-то. И его сын шел в российскую полицию, милицию или ФСБ, чтобы мстить. Вот, например, Апти Алаудинов, его отец и брат погибли, как он говорит. И вот он якобы мстит. Да, за что мстит он всему чеченскому народу, непонятно, но якобы мстит. И вот это все, как бы люди находили себе оправдания и дальше шли. Хотя у Алаудинова изначально они были за Россию. Они изначально пришли нас убивать. Со Ставропольского края откуда-то приехали убивать нас. И сейчас главное Украину лишить вот этого фундамента своей украинскости. И поэтому сейчас будут нападки на украинство. Поэтому будут рассказывать, что Порубий был плохой, Порубий был там самым злом абсолютным. Ну, короче, вот это все будет муссироваться. И самым большим злом для украинцев, они собираются к этому подвести, окажется его украинство.
То есть 1000 лет это украинство его защищало, охраняло, удерживало их, как бы после голодоморов, там, убийств, страшных там репрессий. А сейчас это украинство будет для него как бы угрозой. Вот оно, кажется, ему объяснят это, доведут это до такого состояния. Если сейчас же не принимать меры этого. Понимаете, что я хочу сказать? Понимаете? Вот такая вот ситуация, очень плохая ситуация, очень нехорошая. Одновременно с этим важно обратить внимание еще на одни такие параллели, которые здесь происходят. Например, делаются намеки не только на украинство, но и самый главный защитник, помощник, там самая супердержава, сверхдержава на этой земле — это Соединенные Штаты Америки. И в Соединенных Штатах Америки, как у свободного государства, много разных взглядов, много разных позиций. И когда они друг с другом спорят, они всегда, это правовое государство, в первую очередь это правовое государство, и они всегда опираются на закон. Если кто-то начинает выходить за рамки закона, например, украинцы начинают совершать военные преступления, там, убивать, как русские это делают, пленных, там, еще что-то делать, то в таком случае этого не делают украинцы, ну, я как говорю, как гипотетический сценарий, то в таком случае у сторонников, пророссийских сторонников Украины, по всей видимости, может быть, эта сила сейчас увеличивается, про против украинцев. Но есть очень мощная поддержка Украины, она есть. И это ее нужно очень сильно беречь и всегда быть, как говорится, святее Папы Римского украинцам. Вот, к сожалению, вот такая ситуация. Нужно быть в 2 раза лучше, чем вы есть, украинцы. Вот такая вот ситуация. И не только на фронте. Да, и опять же, на фронте даже в 2 раза, если будет больше сил, а Порубиев не будет в тылу и в душе, в сердце людей таких, все, нет смысла. Просто это будет уже известный результат будет вот этим всем событиям. И не нужно ни в коем случае давать антиукраинским силам в США аргументы и инструменты для борьбы против своих оппонентов внутри США. Понимаете, о чем я? Это очень-очень важно. Например, Билл Клинтон, президенты, вот там, например, возьмем Дональда Трампа, он человек на 4 года приходит. На 4 года. Вся система американская, она развивается, развивается, развивается. А вот он пришел на 4 года. Его задача усидеть эти 4 года на своем кресле, там везде засветиться, где-то там свои какие дела сделать, там, свои какие-то интересы преследовать, свои даже, может быть, узкие интересы, да, своей группы какой-нибудь, там еще чего-нибудь. И, конечно же, ну, ему, если на стол кладут какие-то там доклады, и государству нужно двигаться в этом направлении, он будет в этом направлении двигаться, ему деваться некуда. Потому что, ну, остальное он обязан это делать в интересах Соединенных Штатов. Но если, например, ему какие-то там приходят такие вещи, и у него есть аргумент не поддерживать Украину, то в таком случае он скажет: а почему я буду поддерживать тогда Украину? Вот смотрите, они же фашисты, они же нацисты, они же там детей взрывают в ЦДМе в Москве, они же Дугину Дарью убили, там, некомбатанта, журналиста. Это все аккумулируется, все это собирается. Это нужно очень хорошо понимать, друзья. Мы все это пережили на себе. Понимаете, мы тогда этого многие не понимали. Сейчас, когда особенно над вами это повторяется, это очень хорошо видно. Такое дежавю появляется, когда ты думаешь: о, это уже было, это уже было. Например, Фейгин, которого вы во всю Украину там раскрутили. За что? Почему вы это позволили, допустили это? Этот человек говорил захватывать украинских граждан чеченской национальности, обменивать на азовцев. Понимаете? А главным злом тогда представлялись кадыровцы. И как будто, а кто сейчас чеченцы в Украине не связан был бы с кадыровцами, если немножко при деньгах. Особенно если Россия планировала захватить Украину, Киев там взять.
Все, кто при деньгах, они спокойно жили и попробовали они не отстегивать и не быть с Кадыровым. У них были бы колоссальные проблемы. Колоссальнейшие у них проблемы были бы, понимаете? Поэтому кто-то где-то как-то связан. А потом Азовец сидит, его там побратимых в тюрьмах жгут, убивают. А почему не взять? Да пошли они к черту, эти кадыровцы там и все остальные. Конечно, он возьмет, но он в эту секунду наносит удар всему украинскому обществу. И сидит Фейгин с украинской журналисткой, и фактически они обсуждают, они подбивают. Я не буду говорить сейчас за эту украинскую журналистку, в доле она с Фейгиным или нет. Но если берут интервью, общаются, то в доле, на мой взгляд. Но Фейгин фактически подталкивает. И такой диалог не между ними происходит, а для нас идет, для азовцев этот диалог идет. Что вот если бы взять этих каких-нибудь кадыровцев и потом обменять, то можно вытащить своего побратимого. Одного раза достаточно, чтобы это было зафиксировано. Одного раза достаточно. Понимаете, чтобы это все ушло, раскрутили, подняли, смотрите, украинцы берут. И все это потом будет вновь и вновь повторяться и масштабироваться. В 1996 году, 21 апреля, был убит президент Джохар Дудаев. В это время в Москве находился Билл Клинтон. Биллу Клинтону обещали все, золотые горы обещали Биллу Клинтону, обещали интересы США преследовать, как бы все для США сделать. И Билл Клинтон такой, добивающийся успехов, такой просто супер, короче говоря, такой чувак, занимался денуклеаризацией и разделом Югославии. То есть в обмен на убийство чеченского народа, на что закрывались глаза Западом и Соединенными Штатами Америки, можно было высвободить Югославию, высвободить Польшу, высвободить, кстати говоря, писал эту всю программу Бжезинский, Збигнев Бжезинский, поляк один известный. Великая шахматная доска называется его эта партия. И вот пока чеченцы истекают кровью, Польша, которая никогда не была свободной, где-то там рыпалась и всегда под кем-то находилась, всегда капитулировала, прямо если говорить. Ее нужно было вырвать оттуда и присоединить к НАТО и Европейскому Союзу. Так вот, удалось сделать и Польшу, и Чехию, и Словакию, и Югославию разделили. И многие страны Балтии вошли в НАТО. И многие застраховались, пока русские, истекая кровью, поедая чеченских женщин, детей и стариков, разрывали на куски, как сейчас они разрывают украинцев. Понимаете? Вот что было. И в это время шел разговор о денуклеаризации. Я не знаю, почему ее тогда не сделали, эту денуклеаризацию. Видимо, потому что это всего лишь такая болтовня была. А может, ее сделали, а может, чуть-чуть только сделали. Там было 2000 ракет там, или 5000 ракет, стало там 2000 ракет. Хотя хватает там и 1000 ракет, чтобы уничтожить весь этот мир. Как бы вроде бы там что-то делают, мы в этом направлении работаем, это же такое, это же круто, наверное, да, ты президент США, там ты рассказываешь, как ты спасаешь весь мир, а там какой-то малочисленный чеченский народ, они еще какие-то мусульмане, еще что-то там они там говорят, что-то там Аллах Акбар кричат. Фу, это же страшно, неприятно, не наше. Понимаете? А украинцы что? Слава Украине кричат, какие-то патриоты. И, да ну их. А и советские люди вообще. Вот так вот. И Билл Клинтон находился в Москве, и он в этот день, когда находился в Москве, был убит Джохар Дудаев. И нам, чеченцам, я убежден, я проводил, описал расследование, исследование делал этой ситуации. Я не нашел ни одного убедительного факта, что американцы были не только участниками, соучастниками убийства Джохара Дудаева. Я не нашел ни одного факта, что
они были даже в курсе этого всего. Просто есть вещи, которые не касаются. Нет, это не в нашей, да, не в нашей компетенции. Нам это не это внутреннее дело России. Все, и ты не лезешь в это. Поэтому а все остальное Россия неоднократно покушалась на Джохара до этого, и потом в этот день ей удалось совершить это убийство. Он находился чуть дольше обычного на связи, говорил с Константином Боровым. Константин Боровой его немножко подзадержал, видимо, на связи. Президент, как на права гипотезы скажу, как президент Дудаев рассчитывал, что президент США находится в Москве, и, может быть, Боровой сможет ему что-то передать, а Боровой, может быть, что-то обещал, что он может, у него выходы есть, сейчас он там через какие-то свои каналы доберется до президента, что-то ему скажет и так далее. Просто. И буквально на несколько минут задержали его на линии, на права гипотезы. И прилетела ракета. Прилетела ракета, он отслеживался, они искали его, отслеживали, и попала ракета, погиб. И нам все это время внушали, что за этим стоят американцы. Даже не русские, все, русских уже никто не упоминал, что это американцы, это Билл Клинтон. Вот Билл Клинтон, а Билл Клинтон говорил разные вещи, ему плевать было на чеченских, прямо скажем. Прямо скажем, всему миру на всех плевать. Правильно же? Какой украинец знал о том, что происходит с чеченцами? Ну, кроме там Сашко Белого, Беркута, там нескольких ребят. Беркут, который погиб, и несколько там людей. 50 человек, по-моему, было. Ну, еще там националисты, там патриоты, точнее, извиняюсь, патриоты там всякие, вот они знали, они понимали, что за борьба у нас, что за борьба. Все остальным было как-то по барабану, власти особенно, да, и украинской, и всех, даже соседей наши было не особо до нас дело. А американцам что, маленькое, какую выгоду мы, какую пользу мы представляем? Никакую. Когда какие-то вещи какие-то такие обсуждались, все возмущались, почему весь мир не обращает на нас внимания, мы же тут ведем справедливую борьбу демократическим государством. Джохар говорит, а вы знаете, где находится Гондурас? Это Аяд рассказывает. И все переглядывались. Нет, при чем здесь Гондурас? Ну вот, и они не знают, где мы находимся. Понимаете? Нет дела просто. Если у тебя нет личного интереса, тебе просто плевать. И на геноциды плевать, и на все остальное. Кто из вас знает, что происходит с уйгурами в Китае? Ничего. Ничего мы не знаем об этом практически. Потому что нам нет до этого дела, а Китай максимально пытается скрыть от нас эту информацию. Но зато маленький чих где-нибудь в секторе Газа, нам его раскручивают, причем придумывая некоторые вещи. Хотя я не одобряю никаких геноцидов, военных преступлений ни в секторе Газа, ни в Китае, нигде бы то ни было на этой земле. Просто как пример я вам говорю. Вот нам что-то показывают, вот это нас мы интересуемся. А если мы не знаем об этом, все, значит этого нет. Нам начали рассказывать про то, что США и лично Билл Клинтон виноваты во всем этом. Ну и мы разочаровались, мы начали искать другие возможности защиты, помощи, поддержки. На Кавказе ее не было, в мире ее не было, американцы ее не поддерживали, начали, думали, есть какая-то исламская там ассоциация, исламский мир, начали искать у исламского мира. А нам сказали, смотрите, это террористы, это исламисты. Так мы мусульмане, мы просто попросили помощи. Вы же с этими мусульманами, с этими Саудовской Аравией, с нефтью, газом торгуете, вы к ним в гости едете, десна целуетесь. А если мы к ним пошли, мы, значит, террористы, что ли? Вот такая вот двойная мораль. И сейчас как раз, когда Дональд Трамп, которого, видимо, опять зацепили на крючок при помощи денуклеаризации, он в Сенате, в Конгрессе скажет, ребят, вы что, вы хотите, чтобы на нашу Америку ядерные бомбы упали? А вот мне Путин сказал, сейчас он бомбы будет разоружать. Сказал даже 10, давай начнем с 10 боеголовок.
а у него там 2000 или там 20 тысяч, например. И все скажут, ну да, надо потерпеть. Ну, может, что-то получится. Трамп ведь он такой успешный, он же супер сделки делает. Ну, давай попробуй. А тем временем Путину нужно просто потерпеть чуть-чуть, продержаться, додавить Украину, уничтожить лидеров украинских. Вот костяк, суть, они уже выявились. Помните, я в одних своих стримах неоднократно рассказывал, что во время войны формируются лидеры. Да, и вот они есть. Вот Порубий оказался одним из таких, много таких. Среди них тоже есть и такие хорошие, плохие, разные. И их будут убивать. Потому что нужно стравить украинское общество, сказать, что это, например, сделали там эти, внутри партии сделали, Зеленский это сделал, он хотел президентом стать. Будут миллион версий сейчас будет. Не верьте ни одной. ФСБ за этим стоит. Только ФСБ за этим стоит. Все, что он не говорит. И внутри оно есть в Украине, это ФСБ. Фейкины, Пономарёвы, вся вот эта, кто их там держит? Киселёвы, вся эта шуша. Почему она там есть? А? Потому что там есть пятая колонна. Но внутри искать не надо, туда надо смотреть. Смотреть в сторону Лубянки, центрального детского магазина, где товарищ Алексей Титов остался без рук и без ног, по-моему. Пытаясь убить малышей, представьте себе, детишек, представьте себе. Ужас. И русские молчат. Русские это тоже видят и знают. Их взрывают, их убивают, их посылают куда на смерть, верно. Они молчат и будут молчать. Потому что по натуре они такие. По натуре. И это ужас, понимаете? Это их терпение, их страх, их безволие оборачивается для всех кровью и ужасом всех других. Они сами гибнут, и вот такие вот они. Не знаю, что с этим делать. Это, мне кажется, это невозможно исправить. Просто невозможно. И сейчас идет денуклеаризация. Трамп встречается, ну, ему предложили, он встречается с Путиным. А Путину нужно, чтобы весь наш негатив обрушился на Трампа. Потому что он предложил Трампу, сделал предложение, от которого невозможно или очень трудно отказаться. Это денуклеаризация. Вот мы сейчас услышали об этом. Несколько дней назад об этом Трамп заявил. Все это время они скрывали. И теперь украинцы начали писать, какой Трамп плохой, там сякой и так далее. А ему это все на стол будут класть. И Трампу, и аналитики американские будут сидеть. Говорить, смотрите, все украинцы против нас, все нашего президента ругают. А чего это мы им помогать будем? А чего это? Не-не-не, вот так и пусть там кто другие занимаются. Это то, что нужно русским, что нужно ФСБ. Вот такая вот история получается. Вот так вот получилось и получается в этом случае. Призываю еще раз, украинцы, перестаньте критиковать Дональда Трампа. Призываю вас ограничить свои, возможно, вот эти националистические марши, там вот эти вещи. Сдержаннее чуть-чуть. Очень важно это сейчас. Вы находитесь, и мы все с вами находимся на очень-очень такой скользкой дорожке. Очень скользкой. Неизвестно, откуда прилетит. Особенно, когда много людей, ты всех контролировать, своих людей ты не можешь. Где-то кто-то что-то выкинет обязательно. Кого-то купят, кого-то обманут, кого-то еще что-то делают. Поэтому это очень важно. Постоянно говорить об этом. Призывать. Цель, я думаю, первый Зеленский тоже идет на уничтожение. Поэтому я отказываюсь, хотя у меня много уже претензий к Зеленскому, в том числе вот это непонятное поведение, я отказываюсь вообще критиковать Зеленского. Вообще. Хотя очень трудно бывает сдержаться, потому что хочется иногда поругаться. Но я не буду больше Зеленского. Ни Трампа не буду, ни Зеленского не буду. Я знаю, что, как это кому ведет. Я не дам своим врагам, нашим всем общим врагам,
повода к этому. Поводу не потому, что мне не за что их критиковать, есть за что, а потому что я не могу дать повод в это сложное время, скользкое на этой скользкой дорожке, дать подскользнуться. И вот происходит убийство, ну, самого главного, наверное, самого одного из самых главных. Я очень надеюсь, что такие, как Порубий, хотя пишут невосполнимые потери, это так больно, когда видишь, что сам они в сердце ударили, болезненно нанесли удар. Почему его не охраняли, почему его не защищали? Это очень важно, друзья. Все настоящие люди, патриоты украинцы, они сейчас должны быть защищены. Это самые главные люди, по которым... Это командиры, это патриоты, да, которые настоящие только, не купленные, не актеры, играющие роль, а вот настоящие. И вот произошло вот то, что произошло. Также важно отметить, что были взрывы с интервалом 3 дня. Вот вчера произошел, сейчас 31, 1, 2 сентября, может быть 3 сентября, 1 сентября, может завтра 2 дня, ну, может быть 2-3 сентября еще могут нанести удар. Уже если запущен этот механизм, он начинает работать. Там, вроде не связанные друг с другом вещи, но везде где-то остается украинский след, как когда-то чеченский след. Это очень-очень важно, люди, поймите это, не забывайте это. Ни на секунду это не забывайте. Это очень важно. Но на стороне Украины Бог. Это я знаю. Абсолютно 100% я верю в то, что Украина, она справедливую борьбу ведет, она абсолютно, Бог на ее стороне. И именно подрыв этого ФСБшника, это просто демонстрация нам всем. Кто верит в Бога, обращайте на признаки внимания, и вы увидите, он есть Бог. Обращайте, смотрите. А ведь могло этого не быть. Просто какой-нибудь взорвав, все свалили. Там, знаете, какая волна началась бы? Украинцы убивают детей наших, русских, бедненьких детей, взрывают рядом с ФСБ. Это послание там какого-то там ГУРа, СБУ, там какого-нибудь там Зеленского, еще кого-нибудь. Вот так это все преподносилось. Потом исламские террористы там обязательно появились бы. Обязательно в связке, куда без них. Это абсолютное зло, понимаете? Это уже как бы запатентованное такое зло. И вот здесь на Западе имеется. И вот это все. И то это тоже раздуто. Нету никакого суперисламского, исламистского вот этого радикального зла. Оно есть и в христианстве, и в иудизме, и в буддизме. Везде эти радикальные группы имеются. А просто некоторые в исламе сейчас ФСБ занимается раскручивать. И потом еще это просто культивирует и масштабирует просто до гигантских размеров. Нету такого супер там чего-то. Понимаете? Но это нам рассказывают. Вот что есть это зло. Поэтому завтра из украинцев сделают. Из украинцев, как христиан делали бы, вот этих христианских террористов. Но дело в том, что на Западе много христиан. Поэтому, ну, здесь одна же Европа, Америка, это же как бы христианские страны по большому счету. Поэтому здесь особо так, ну, никто не поведется. Ну, христиане, ну и что, свои, скажут все. Поэтому надо украинский национализм. Вот это главный такой козыречек будет. Понимаете? Практически украинские националисты, они все и так, и христиане, и тот же Порубий, там за украинскую автокефалию боролся, там, ну, такой, видно, человек за свою религию. И Украина соборная, 1000 лет она христианская, ну и так далее, и так далее. Ну, там, конечно, есть, наверное, не христиане тоже, но вообще, я имею в виду. Поэтому именно национализм вот главное. Поэтому даже слово национализм нужно исключить. Не умеренный патриот, я просто передумываю постоянно, думаю, как бы не дать им повода зацепиться. Просто вот есть такие есть. Патриоты, украинцы, демократы, европейцы, все ж подходит. Правильно же? Вот и все.
Вот такая вот ситуация. С интервалом будут происходить взрывы, либо вот сейчас я это говорю не только для того, чтобы вас всех уведомить, я еще это говорю для того, чтобы попробовать прекратить эту операцию. Да? Еще же люди будут погибать. Еще же, если мы их разоблачили, ну, может, остановятся, может, перестанут. Но так как эта тема так запускается, и здесь на кону, видимо, очень много стоит, там Трампу обещали ядерные, там, например, 10 ракет там разобрать, и что теперь, отступать, что ли? То все должно быть выверено, проверено и запущено, как говорится. Понимаете? Поэтому это будет, я думаю, продолжаться. Посмотрим. Посмотрим. Также вот видите, по просмотрам у нас упали просмотры. Как начал я на эти темы говорить, все, мой канал они, видимо, занесли в черный бан, там работают, работают, занимаются, короче говоря, своими делами активно. Потом, помните, после того, как... Сейчас я вам это видео включу. Сидят Фейгин и Пономарев. И рассказывают о том, что дочь Дугину нужно уничтожить. Ну, уже ее уничтожили, ну, а может и не уничтожили ее. И тоже такая сомнительная такая операция была. Может, ее спрятали. Хотя могли ФСБшники Дугина припугнуть, самого фашиста. Может, и убили бы, потому что там ребята циничные, абсолютно, до безобразия циничные. Чем больше будет Дугин бояться, тем лучше. И дочку грохнут, не проблема. Вот давайте послушаем, это буквально минуту займет вашего времени. Вариант. Есть здесь принцип. Ну, во-первых, это Фейгин и Пономарев. Я считаю, что если ты хочешь помочь какому-то делу, слушай то, что человек, который возглавляет это дело, говорит. Это на Зеленского он намекает. Если люди действительно хотят, чтобы Украина победила, Путин проиграл, то, соответственно, нужно слушать, что говорит Зеленский. Зеленский говорит, нам нужна помощь в ВСУ. И нам нужно сопротивление в России. Вот две вещи, которые он говорит абсолютно внятно, четко. Помощь в ВСУ и сопротивление в России. То есть убийство некомбатанта, теракт против Дугиной, кто бы что ни говорил, это убийство некомбатанта. Какая пропагандиста, фашистская она ни была, это преступление. Это право говорит, это не я говорю. И вот он рассказывает, внутри России нужно сопротивление. Голосом через рот. И то, что россияне хотят делать, вот, там, детям поможем, там на помощь соберем, это все замечательно, но это не то, что просит Владимир Александрович Зеленский как главнокомандующий украинской армией. Поэтому либо вы должны решить, что то есть вы делаете то, что вам приятно, комфортно, безопасно, либо вы должны делать то, что вас просят. Воюют. Я считаю, что нужно делать то, что просят люди, которые воюют, и поэтому я этим занимаюсь. Он после убийства, это стрим, который идет у Фейкина, он рассказывает об убийстве, они обсуждают убийство Дарьи Дугиной, что у него есть там свои люди, которые вот там помогают и ликвидируют пропагандистов. И вот эта ликвидация пропагандистки – это то, что нужно Зеленскому фактически, он говорит. Я сразу же это провел аналогию с тем, что было, когда они подставляли нашего президента Джохара Дудаева. У нас было покушение, убийство четверых российских военнопленных нашими бойцами, которые находились в очень взвинченном таком состоянии после многодневных тяжелейших боев, потерь среди своих уставших, вырвавшихся из боя люди. И им люди Закаева задержали вот этих 4 пьяных, привели им этих людей
И этим молодым бойцам, которым кому-то 20 было, 25 было, кому-то, может, 30 лет было. Вот этому Салауде Тимирбулатову было, ну, максимум 30 лет было тогда, может чуть больше. И вот они казнили этих 4 солдат. Это единственный случай был, когда вот эта казнь произошла. И этот единственный случай произошел, как мы видим, странным образом. Привезли их туда, на вот взведенных бойцов, им отдали этих 4. Появился человек с камерой, снял это все на камеру. Об этом узнал Руслан Гилаев, а это были люди Руслана Гилаева, это был элитный, как Азов, вот этот батальон. Также это был отряд Борз. Оттуда сразу Гилаев услышал, прибежал на базу, где это отдыхали. Это вообще база не военная, база для отдыха. Они там должны были отдыхать, там приходить в себя. И там накричал, там чуть ли там не поубивал их всех, до того злой был, там хотел бить их, там, ну, короче, там ужас, что было, там Руслан их обзывал предателями, называл агентами ФСБ и так далее. И вот была запись сделана, и он порвал эту видеозапись, тогда вот такие, помните, 96-й год, ну, вот такие они были, ну, по 50 сантиметров длиной камеры были. Таскать-то через полчаса у тебя плечо уставало. И он эту кассету разорвал, уничтожил, а оказывается, эту кассету оператор передал другому человеку, ее спрятали, эту кассету, вторую там. Раньше были такие видео, вот эти магнитофоны, видеокамеры, которые дублировали у журналистов, чтобы если у тебя отбирают на блокпосту кассету, то остается дублировано в памяти вот это все. И вот это все удалось вытащить, передать вот этим врагам чеченского народа. И запись попала в ФСБ, и все. И Джохар Дудай через 10 дней погиб после этого. Это произошло 11 апреля, а 21 апреля Джохар погиб. И как бы все, что Джохар там, ну и как бы и перед Западом, понимаете, оправдание, смотрите, он убивает наших, потом предъявят, то есть скажут, а ты что это убиваешь? Он говорит, смотрите, они казнили людей, пленных, военнопленных, а как его не убить? И это все накопительно так делалось, собиралось против Джохара Дудаева, против чеченского народа, против чеченского государства. Это очень-очень важно, чтобы мы все это знали. Это очень важно. Вам это никто не расскажет, поэтому слушайте, наматывайте на ус, друзья, наматывайте. Наматывайте. Это много таких случаев было. Я вам привожу только вот то, что мне на памяти приходит по горячим следам. Вот сейчас убили Порубия, и мне хочется быстрее до украинцев донести, чтобы объяснить американским следователям. Я вон ФБР написал, там везде, там МВД, ну, в Фейсбуке я им там всем ссылки понадавал, что на свои эти тексты, где я все это опубликовал. Пусть видят, пусть анализируют, смотрят и понимают, что против украинцев ведется страшная, аморальная, беспринципная, просто самая грязная такая война, жестокая работа ведется против украинцев. И мы должны сделать так, чтобы украинцы победили. Украинцы победили. Так, давайте почитаю ваши комментарии, друзья. Вроде бы, если вы хотите посмотреть в целом вот это все, что я вам сейчас рассказал, более коротко, там, за 20 минут я там уложился, чуть больше. Есть видео на YouTube-канале, и в ТикТоке это видео разместил, вы можете послушать. Текст вы хотите посмотреть, там в первом же комментарии есть текст. Вы можете, ну, в YouTube пока еще, по-моему, нет, в разделе записи я там поместил. Вы можете зайти, почитать, прокомментировать, может что-то добавить, что-то у вас там появится. И, конечно же, максимально распространить эту информацию. Пусть все знают, друзья. Так, вот такие вот были вещи. И еще одно последнее, да, очень важно, хотелось бы сказать по поводу того, что
пытаются представить Доку Умарова, Руслана Гилаева, Шамиля Басаева, там, других наших командиров, лидеров, что они какие-то там радикалы, исламисты были. Я со всей ответственностью вам заявляю, 100 миллионов процентов это не так. Это были абсолютно демократических взглядов, да, мусульмане, как украинцы христиане, так мы мусульмане. И мы 1000 лет живем, да, наши религии существуют 1000 лет. И мы взаимодействуем, живем, сосуществуем, и никаких вещей нет, если какие-нибудь религиозные какие-то крайние формы не приобретает это все дело. Они просто представлялись таким образом, что они какие-то страшные, ужасные и так далее. И потом им еще была надежда, что вот если со всего мира поднимется вот этот весь западный мир, весь демократический мир от нас отказался, от европейского демократического государства, не потому, что мы даже мусульмане. Сейчас от украинцев отказывается, нос воротят, ведь могли давно войска вести. Не потому, что они мусульмане, да, они же христиане, а потому что просто нету этого. Мусульманин, христианин, нет, есть интерес. Личный, государственный, национальный интерес. Все. Движет этим миром, движет интерес. Личная выгода. Выгода личная, имеется в виду лично государственная, национальная или личная. Вот что движет. А маленькая, малочисленная Чеченская республика Ичкерия, ну что мы, какой интерес мы представляли, когда Россия денуклеаризацию, Польшу, НАТО, Чехию, Словакию, там, ну чего только не отдавали. Все распускали, да. Главное, дайте додавить этих чеченов. Вот все, что нужно было. И то же самое в Украине. Поэтому отбросьте, друзья, вот эти свои взгляды, что вот первую войну чеченцы победили, потому что они были настоящими со своим народом, и народ их понимал. Понимаете? Мы их понимали, мы видели, что они хотят. Дудаев говорил на нашем языке, для чеченцев понятном языке говорит. А потом, когда какие-то халифаты, какие-то малифаты, еще чего-то там строить, или там, например, национальное какое-то закрытое общество строить, это было непонятно. Мы открыто хотели жить, развиваться, созидать, богатеть, преуспевать и так далее. И это очень важно, оно у нас сохранилось. И это президиум наш, это огромное просто достижение, это Божье чудо, что у нас сохранилось. Но даже если бы они закончились, мы все равно должны продолжать. Если бы их не всех их убьют, нас всех, если убьют, мы опять должны продолжать. Потому что другого выбора нет. Потому что нам нужна безопасность, гарантия нам нужна. А гарантия безопасности мы получим только будучи свободными. Когда наша армия, наши спецслужбы, наша полиция будет нас защищать, а не русская армия, которая в любой момент нас депортирует, геноцид устроит, голодомор устроит, в печах сожжет. Нет, своя должна быть, своя. Вот как у евреев есть своя армия, больше их в печах жить никто не будет. Не нравится, да, многим, ой, там, евреи, там, может быть, да, не одобряю, еще раз говорю, никакие военные преступления, никакие меры, нарушающие закон, никогда не буду, ничьи оправдывать. Но я скажу, что многим не нравится, что евреев неудобно в газовые камеры загонять. Понимаете? Что нельзя их там крышевать, бабки отбирать, там, ставить на счетчик, там, еще что-то делать. Все, закончилось. Точно так же и чеченцев нельзя, и украинцев нельзя. Но это они сами сделали, что их нельзя. И мы должны это сделать сами. Вне зависимости, кто нас, много нас, мало нас. Погибли мы, закончились мы. Новое поколение возрастается и снова берется за старое. Мы должны продолжать нашу борьбу, потому что это жизненно необходимо для наших народов, для наших будущих поколений. Вот что важно. Вот такие вот дела. И, друзья, прошу украинских патриотов обратить внимание на настоящую власть, не какие там Закаевщину, там какие-то там непонятных там товарищей. Нужно обратить внимание на то, чтобы реально кто победил Россию, такие же патриоты, такие же умеренные националисты, если это слово можно использовать, как погибший Порубий, пусть земля ему будет пухом. Тот же Джохар Дудаев. Это два одинаковых человека. Порубий, Джохар Дудаев.
Он думал о своем, отдал свою жизнь, думал о своем народе. Он думал о своем народе и всю свою жизнь посвятил и отдал свою жизнь во имя своего народа. Это величайшие люди, которые отдали все, что у них было. Они не наживались, не грабили, не обманывали. Они старались сделать свободными, независимыми, чтобы вот так можно было дать в морду, как сейчас дают в морду, да, видели, как дают? Так дают, что пятки сверкают. Вторая армия мира, она прошлась, она по сапогами хотелось, и пройдет, если сдадитесь. Сдаваться нельзя. На место Порубия Андрея должны 10 таких Андреев прийти. На место этого здесь еще 100 должно прийти. Потому что украинская нация, она, история не заканчивается. Вот в чем прикол, в чем кайф всего этого. Понимаете? Нашей смертью это не заканчивается. Понимаете? Наше дело бессмертно. Дело Порубия, Андрей, оно бессмертно. Понимаете? Молодые парни, девушки, которые растут, они уже видят, вот человек умер. И когда мы свидетельствуем об Андрее Порубии, который 55 лет даже не зовут, чуть больше полувека прожил и отдал свою жизнь. Здоровый, крепкий мужчина. Другие, которые сейчас смотрят на это, 10-летние, 20-летние, они посвятят себя также и искренне будут служить своему народу для защиты, для спасения своего народа. А вот этих варваров, чтобы не быть рабами, чтобы тебя не посылали на мясные штурмы или не убивали голодомором, или в газовых печах, или под видом депортации тебе не устраивали геноцид. Вот такие вот дела, друзья. Поэтому украинские патриоты, обратитесь к себе подобным. Не думайте, что какие-то там религиозные, вот там, я по всей видимости, раз они намекают на это, русские хотят вас этими исламскими радикалами связать, они ну, как бы представляют, что вы как бы с ними заигрываете, я так полагаю. Никакого толка от этих исламских радикалов, там, вот ничего не будет. Не будет, понимаете? Настоящие, вот искренние, вот идейные исламские вот эти фанатики, они вообще не товарищи, понимаете? Вообще они даже не понимают, это инструменты в чужих руках. Только вот настоящие патриоты, которые народ, нация поддерживает, они и есть. А это есть такие же Андреи Порубии и все остальные. Слава Украине, друзья! Так, друзья, я перемотаю, смотрю здесь. Я не закрыл. Героям слава. Я вам тут не закрыл вход, я смотрю, вы здесь орудуете. Так, друзья, ну, я думаю, я, в принципе, все сказал, что хотел сказать, друзья. Я думаю, на этом я свой стрим закончу. Я надеюсь, меня услышат. Всего самого хорошего, друзья. Слава Украине. Нохчик Амдинду. Все будет Ичкерия. God bless the United States of America. Адикюэль Маш Ойл. Всего хорошего, друзья. До свидания.